Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс», и я ее ведущая Эльзира Юзаева. Вот говорят, что татарская классическая музыка зародилась довольно-таки недавно, буквально в прошлом столетии. Тогда, когда появились у нас такие знаменитые композиторы, как Султан Габаши, Захидулла Яруллин, Салих Сайдашев. Но ведь татары всегда любили музыку, татары всегда очень хорошо пели, играли на музыкальных инструментах. Эта музыка, она всегда хранилась у них где-то в сердце. И знаете, в нашей истории было очень много людей, которые по крупицам собирали все это народное достояние, наше наследие. В этом году исполнилось бы 75 лет великому пианисту, педагогу, композитору и собирателю народного фольклора Шамилю Шарифуллину. И сегодня гости нашей студии, его дочь, знаменитый музыкант, педагог и общественный деятель Гузель Абульханова. Гузель, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Гузель, ну вы ведь тоже чуть ли не с 5 лет за музыкальным инструментом, не так ли? Да, безусловно. Ну, так сложилось, что посчастливилось родиться в музыкальной семье, в которой уже не в первом поколении музыканты. Но... А отец никогда не говорил, не надо в эту стезю? Нет, он даже с удовольствием принимал участие, занимался, поскольку в 5 лет меня за ручку привели в спецшколу, и было только одно слово «надо». Не хочу, не могу, что-то не получается или там что-то не в состоянии. Это просто было невозможно, потому что это была спецшкола. И нам давали очень хорошую школу, базу. Из нас растили профессионалов. За что, в общем, низкий поклон всем нашим учителям. Они были великолепны. Сегодня вы выносите в свет музыку своего отца. Можно же так сказать, не так ли? Да, конечно. То есть вы и сами играете его произведения, устраиваете концерты в честь его имени, не так ли? Да, это не только концерты, это и творческие вечера, и вечера памяти, которых уже, в общем-то, много насчиталось вот после того, как папы уже не стало. С 2008 года это были вечера и в Казани, и в Москве, и встречи с татарскими диаспорами в регионах, в разных регионах компактного проживания татар. Вот это было большое обилие мероприятий. И такой популяристической деятельности в виде написания статей, естественно, таких, которые несут эту информацию очень важную для наших людей. Ваш отец был многогранным специалистом, но как он сам считал, кто он больше, педагог, кто он или композитор, или же музыкант? Кем он себя считал, вот, первостепенный, какая была роль его? Мы никогда об этом с ним не говорили, если честно. Ну, наверное, все-таки композитором. Потому что композитор, если он настоящий композитор, это не тот, которыми сейчас многие, изучив 2-3 ноты, написав 2-3 ноты, уже прямо на визитке пишут, что там, допустим, певец, кто-то еще и композитор. Да, нет. Композитор — это очень сложная профессия, которая синтезирует в себе огромное количество, в общем-то, талантов, навыков, качеств, которые транслируют в мир массам людей то, что до этого было недоступно, вот, вне, да, зоны, так скажем, информации, получается. Вот, наверное, все-таки композитором. Но он же писал и большие произведения. Он писал все. То есть, как бы сказать, он работал в разных жанрах, кроме оперы. Единственное, чего он не написал, потому что так сложилось, что в свое время Назип Гаяз Жиганов, когда он, будучи еще молодым композитором, он очень с пиететом относился к мнению ректора консерватории, всегда приходил советоваться. И как-то тот его отговорил. Он говорит, куда же ты еще лезешь, ты же еще... Еще и опер не хватало. Да, вот я-то тут со своим опытом, а ты тут еще нет. И как-то вот это на него повлияло, не написал. Но балеты есть, симфонии есть, симфонические поэмы есть. Есть такие экспериментальные жанры, как концерт для оркестра. Он первый автор концерта для оркестра. Это же очень сложные жанры, не так ли? Да, концерт — это состязание означает. То есть состязание различных групп инструментов между собой. Вот. Он автор первого концерта для оркестра, первого концерта для хора а-капелла, хотя, по иронии судьбы, он никогда сам в хоре не пел. Вообще. Но музыку писал. Музыку писал такую, что как бы он и считается классиком хоровой музыки, получается, Татарстана. Причем с самых вот буквально первых эпизодов исполнения, это начиная 1975 года, когда ему было всего 26 лет.
То есть, вот Но его стали музыка же петь. звучала из-за границы, не так ли? Она звучала, да, на очень многих концертных площадках по России, в Европе, в Америке, в Ватикане, на фестивале хоровых культур звучали несколько частей вот этого концерта для хора акапелла, то есть без сопровождения мунаджаты. И звучали они в 1987 году. Вот. Вы представляете, ведь он популяризировал именно татарскую музыку, не так ли? Да. У него музыка была очень близка именно к народной. Именно. Она не была оторвана, вот так же, как у Султана Габаши, у Мансура Музафарова, у Назиба Жиганова, да, у Александра Сергеевича Ключерева и многих наших других вот таких вот корифеев, Алмазова, Насыпова, да, корифеев вот наших композиторов-классиков, которые вот они, как сказать, базировались в своем творчестве на фольклоре. Они его цитировали, они его мастерски притворяли в своем творчестве, показывая, что можно делать с этим богатым материалом. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем, что этого нет, почти. Но есть ряд молодых композиторов, которых можно особо отметить, и которые идут вот по этому же пути. Это Милюша Хайруллина, это Ильяс Камал, очень талантливые молодые композиторы, вот, которые тоже серьезно обращаются к нашим истокам. То есть наша музыка также претерпевает какие-то изменения, да? Вот мы все говорим, язык теряем, язык теряем. Она уже претерпела, так скажем, она не и продолжает претерпевать, потому что, к сожалению, что многие талантливые, кстати сказать, очень талантливые, успешные композиторы, они творят свою авторскую музыку. То есть где-то это неоклассика. Я не говорю, что это плохо, это талантливо написана музыка, но, к сожалению, азов-то они не знают, вот, и оторвано от нашей базы фольклорной, их творчества. К сожалению, это так. А почему происходит, вот именно вы говорите, вот оторванность, от чего это зависит? Может быть, потому что мы не смогли соединить вот эти поколения? От самого композитора. Хочет ли он этим заниматься вопросом? Хочет ли он это изучать? Это же огромный труд. То есть это надо знать и историю, да? Конечно. Надо знать то, что писали до тебя, да? Да. А сейчас как происходит? Да. Я талантлив, я могу все, я напишу, что захочу. Я пишу. Но я напишу да. не по-татарски. Я напишу по-своему, ну, может быть, это будет на татарском языке, что чаще всего мы наблюдаем. То же самое, но музыка не вот татарская. Музыка не татарская, потому что эта ритмика уже далеко не татарская, это европейская метроритмика, да. А там нет наших исконных размеров, 5/8, 7/8, нет переменного ритма, да, который бытовал в наших регионах, получается, да, вот этих, в наших этнических группах татар, многих, они, конечно, все разные, но как бы какая-то определенная общность наблюдается. Вот. Это и казанские татары, да, это мишари, вот, это там астраханские татары, то есть все, вот как бы это наше сокровище. То есть получается, что музыка, она является и объединительным фактором? Да, вот говорят же, что вот народ, он разобщен. Нет, наоборот, что именно через музыку мы можем объединиться. Да, именно так. Причем в музыке остается, вот как бы сказать, свидетельство о том, что мы единая нация. Что было, да, что было на самом деле. Не то, что вот там нам в учебниках истории, которые сегодня у нас такие, а завтра мы написали, что там этот такой, этот сякой, все переписали. Нет, а в музыке это все есть. Музыка, она все рассказывает, вот как есть. Обо всех миграциях, там, политических там, перемещениях, да, и так далее. Да. И вот она все это передается. Вот это вот то самое наследие, которое... Но ведь ваш отец еще собирал фольклор. Да, это ведь очень да. сложная работа. Это вот можно же представить, что это ходить нужно из одной в деревню в другую. Откроют тебе ли еще дверь, да? Да. То есть пригласят ли тебя еще в дом, покажут ли вот то наследие, которое они сохранили, так? Ведь это надо уметь и общаться с людьми, не так ли? Но он ведь еще все это и записывал. Он записывал, нотировал. Вот как делают это ученые-фольклористы, например, филологи. Но они записывают только тексты. Он что делал? Он это обрабатывал как композитор. Как вот есть такой известный композитор Бела Барток, классик, композитор венгерский. Он также изучал венгерский фольклор. И на основе вот этих своих изысканий научных он пришел к совершенно парадоксальным выводам, что вот оказывается там венгерский с марийским схож, да. И он приезжал сюда, он, значит, тут собирал, все это продолжал. Вот тем же самым занимался с 19 лет.
Шамиль Шарифуллин, потому что ему это стало интересно. Он действительно, вот, как вы говорите, приезжал там в каждую деревню, заходил в каждый дом. Это еще были советские времена. Это в кирзовых сапогах по бездорожью по полному, там в дождь, слякоть. На тракторах довозили очень часто, потому что не пройдешь. Вот, полная непроходимость была. И с таким бобинным катушечным магнитофоном. То есть все записывал? Это все записывал. Звучание, туда. само звучание. Да. Не просто текст Да. песни, а еще и звучание. Записывал звучание, потому что он приходил в каждый год к дому, знакомился и говорил, что здравствуйте, там я такой-то. Естественно, его никто не ждал, еще люди могли быть не расположены к этому. Но когда он все-таки как-то умел расположить, он был такой скромный молодой человек, в очках, вот такой застенчивый, улыбчивый. И как-то он умел к себе расположить вот этих вот бабушек, которые 70-е годы 20 века были. То есть им было 70, 80, 90 лет. То есть уходящая эпоха уже. Да, они до революции родились, и они были как раз носителями вот как раз той самой вот генетической информации фольклорной, вот, которая -то и была вот нашей базой на протяжении тысячелетий. А каким открытием? Какие открытия он нашел? Ой, там очень много интересного. Там очень, вот когда он разбирал вот эти все напевы, там баиты, мунажаты, разные. Не только же у нас у татарского народа такмаки, которые сейчас у нас бытуют на сценах, да, что это такое быстрые частушки, там быстрые, веселые, да. Да нет, в общем, было много медленных, там, протяжных, лиричных, там, своя была характерная особенность вот, у каждой там этнической группы татар тоже. То есть, например, там свадебные плачи, это одна история, там, как невесту там выдавали в замуж, там, в другой регион, и на всю жизнь фактически. То есть не прощались, естественно. Это было прям все это в песне. Целое действо, да, это все было в песнях, да. Мало того, там даже настолько интересные древние языческие тексты, когда вот, например, у него есть такой цикл песен татарской свадьбы. Там 3 вот этих песен свадебных, и когда вот он записывал вот эти, расшифровывал эти тексты, он приходил к совершенно парадоксальным выводам о том, что вот это, во-первых, древнеязыческие тексты еще, то есть еще до исламского периода, да. А потому что там были какие-то интересные символы, там, про какую-то, например, черную корову, что это такое. То есть это были символы, которые были известны тем людям, а нам они уже неизвестны. Они уже канули в лету, но остались они в текстах, в песнях. Ну, это так же, как, знаете, вот, например, очень интересно, я своим ученикам, я преподаю, рассказывают, опять-таки, информация была от папы. Есть такой старинный французский танец буре. Буре. Что такое буре, по-татарски мы знаем, да? А это танец французский. Заметьте, когда гунны покоряли Европу, Аттила покорял Европу, вот когда он пришел на земли Франции, и вот эти местные племена там были, то есть у них был у гуннов, оказывается, ритуальный танец волка. Вот этот танец остался в виде названия. И сейчас мы его играем, музыканты, в старинных французских сюитах. Это вставной танец. Вот, причем, естественно, музыка уже совершенно не та, которая была, но название-то осталось. То есть ритуальный танец волка. И об этом даже музыкантам профессиональным рассказывают, с коллегам по России, они тоже удивлены. Они тоже, естественно, не знают. Ну, буре-буре, и все. Смотри, через музыку как можно историю народа изучать, не так? Да, вот о чем и речь. И то же самое, вот то, что касается нашей музыки, то есть очень много интересного. И даже драматические события в жизни народа, да, были как раз описаны именно в музыке, то, что вот находил, да, Шамиль Шарифуллин. Да, разумеется. Ну, вот наш напев-то знаменитый, много напевов, да, у нас таких, у которых интересная такая этимология. Вот, например, Илькаем, это изначально, да, с текстом на Кейсамбет, это изначально напев Шахри Булгар Бяйте. Вот. Напев о том, что город Булгар, да, не закрывается твои ворота, святые праведники, пророки все здесь лежат. И там длинный текст. И вот этот текст был опубликован. То есть до революции и после революции он был запрещен, потому что все, что было связано, как бы сказать, с культурой, почему-то автоматически связывалось с религией. Ну, мы знаем эти все наши трагические... И с политикой. Истории. И с политикой, естественно, да. После 17-го года, что творилось с храмами, да. И только сейчас, вот сейчас, век спустя, уже начинается такое вот серьезное вот самовосстановление, да, уже на другом уровне, на другом сознательном уровне. Вот. А некоторые смелые люди, вот, ну, как папа, вот он когда в 1975 году написал хоровой концерт «Мунаджаты», был 26 лет ему. Он пришел тогда к Семену Абрамовичу Казачкову и говорит: Семен Абрамович, я написал хоровой концерт.
Тогда, наверное, даже неизвестно еще было, что такое менаджеты, да? Нет, конечно, они не знали. Ну, то есть папа-то знал, а люди не знали. Семен Абрамович задумался, потом говорит, да, это интересно, мы исполним. И после этого он пришел к Назибу Гайдовичу Жиганову и говорит, Назиб Гайдович, я написал хоровой концерт менаджеты. Он говорит, да. И первый вопрос, который задал Жиганов, был, а кто его будет исполнять? Никто же не возьмется, это же сложно. Он сказал, нет, вот Семен Абрамович берется. Говорит, ну да, тогда да. И после этого Назиб Гайдович, он побежал за проректором. Семен Зеликович Басовский прибежал вместе с ним, попросил еще раз сыграть на его белом рояле в его кабинете. И говорит, запомните этот момент. Вы, говорит, присутствуете при историческом моменте рождения новой страницы татарской музыки. Вот, сказал Жиганов. Но уже после того, как Семен Абрамович предварительно одобрил, да. И не случайно сейчас вот хоровая ассамблея вот, носит имя Семена Абрамовича Казачкова, потому что это был тот профессор, наша гордость, нашей культуры вообще всероссийской и международной. Все-таки были люди, которые понимали, что музыка вне времени, да? Конечно. Музыка вне политики, так ведь? Да. То есть она музыка вечная. И поддерживали. Да. А где все это? Где труды вашего отца? Где эти записи? Записи, то, что из фольклорных экспедиций, да. Имеете в виду, ну, частично что-то у него вот осталось расшифрованным в его антологии «Путеводитель», который пока, к сожалению, лежит мертвым грузом. Это 55 печатных листов, это большой объем. Те, кто понимает, что это такое, понимают, что это очень много. И пока было принято, то есть это фольклор детства, фольклор зрелости, юности и старости. То есть вся жизнь, можно сказать, вся жизнь народа, да, систематизирована. Причем это, что это такое? Это труд на основе всех наших ученых-фольклористов, которые изучали много лет. То есть он все это собрал, добавил свои комментарии, свои еще мелодии, плюс к тем, что уже были. Вот. И, как бы сказать, это лежит с 2005 года. Хотя это ведь неизданно. Готовое учебное пособие и для музыкальных школ, и для училищ, и для консерватории. Да. То есть мы же говорим, что мы хотим взращивать наши народные кадры, не так ли? Вот, берите. Именно. Даже вот 3 года назад приезжал болгарская делегация, и когда я им рассказал про этот факт, они говорят, дайте нам, мы издадим, мы переведем на болгарский, это интересно нашим ученым, и будет вас знать весь мир. Я сказала, ну подождите, все-таки, может быть, получится у нас это издать, наконец-то. Но пока вроде бы предварительно мы ведем переговоры, было принято решение, что нужно хотя бы одну часть издать, раз такой большой объем, ну, по частям сдавать. Но я не верю, что в нашем великолепном, потрясающем Татарстане, который, в принципе, мы во всем всегда в авангарде, и у нас очень мудрые политики, я считаю, что очень мудрые, потому что все-таки у нас, несмотря ни на что, мы действительно передовой регион, и во всем мы первые. И вот. Музыки тоже должны быть первыми. Должны быть. И вот эти моменты, конечно, нужно отредактировать, чтобы это все было по-другому сейчас. Но сейчас же весь мир поворачивается в сторону фолка, да? Да. Поэтому, мне кажется, это было бы очень интересно и для будущего нашего развития, не так ли? Ну, возможно, да. Но, понимаете, тут еще должно быть сочетание уровня профессионализма тех, кто с этим работает. Потому что мы сейчас наблюдаем, что обращаются вроде бы на волне вот этого интереса к фольклору те, кто поймал этот хайп, так скажем, да. И мы видим не очень хорошие результаты того, как они работают с фольклорным материалом. Не хватает таланта, не хватает базовых знаний. То есть они ими не обладают, но они берутся за это, понимаете, это тоже неправильно. То есть тут должно быть сочетание, что человек должен быть подготовлен, подкован профессионально, и он должен уметь работать с этим материалом, и тогда получится высококачественный продукт, понимаете. Но это, конечно, я очень, можно сказать, неправильно могу говорить, но я говорю сейчас о музыке, да, вот, потому что, например, мы знаем Иоганна Себастьяна Баха, да, он никогда не состоял, Бах, там, Брамс, Лист, они не состояли ни в каких союзах композиторов, которых сейчас вот много у нас по регионам, да, и что-то композиторы там делают, что-то они там такое создают. Эти гениальные композиторы не состояли, но им ничто не помешало творить, и опять-таки они не были оторваны от мелоса своего народа, они базировались на этом. То есть Бах основывался на немецкой народной песне, вот, и как и другие композиторы классики тоже. Ну, вы говорите, что труд отца до сих пор еще лежит мертвым грузом, не издан, да? Да, очень много неизданных. Но сейчас вот за это очень отрадно, что Казанская консерватория в лице ректора Вадима Робертовича Долоталеева, доктор наук, нашего первого, сказать, молодого такого доктора в Поволжье, вот это вообще интересный очень случай,
Взялись они за сейчас начало, планируется издавать творчество папы, но это опять-таки малая часть из того, что написано. Вот. Но постепенно будем как-то разворачивать этот процесс. Ну, надо сказать, что консерватория не только этим занимается, она сейчас вот готовит и большой серьезный концерт хоровой именно музыки в рамках хоровой ассамблеи, посвященной 75-летию Шамиля Шарифуллина. Это тоже огромный труд. До этого, благодаря, опять-таки, художественному руководителю фестиваля «Мирас», это Вадиму Робертовичу Дулаталиеву, тоже прозвучала симфоническая музыка вот несколькими месяцами раньше. Была новая музыка для казанской публики, вот, и был очень широкий такой общественный резонанс. То есть люди истосковались по хорошей музыке. И сейчас очень много из того, что звучит, к сожалению, это какая-то идет подмена истинных ценностей ложными. То есть, поскольку люди не знают, как должно быть хорошо, они уже не очень хорошо принимают за хорошее. Звучать, да? Ну да, потому что сравнивать не с чем. То есть нет вот этой вот культуры. Вы сказали, нет базовых знаний. И базовых знаний нет, и культуры нет звуковой. Ну, понимаете, раньше, вот когда был СССР, была политика создания национальных школ. Почему на местах создавались по СССР творческие союзы вот этих композиторов. То есть это же был очень благой порыв изначально, который вот на десятилетие, вот он, как бы сказать, зажег и создал очень многих звезд, которых мы до сих пор знаем, да. Вот, мы знаем там представителей азербайджанской, там армянской школы, Хачатурян, там Узеир Гаджибеков, да, Каракараев, ну и так далее. И причем творчество этих потрясающих композиторов, оно же гремело на весь СССР. То есть мы знаем эту музыку, эти балеты там ставили. До сих пор играем ее, да. То есть это та самая классика, которой мы гордимся, да. Вот. И что происходит сейчас? Все как бы замкнулись, кто успел, кто там пропиарился в силу обстоятельств, кто более такой шустрый, того и прозвучало произведение, да. Вот. То есть такой сейчас целенаправленной политики нет. Мало того, некому работать и преподавать-то, то есть люди же, вот те, кто сейчас преподают. То есть мы сравним, кто преподавал в советские времена. Но эти люди, наверное, тоже уже уходят, да. Так ведь? Они уже давно ушли. Вот. А приходят на смену не то поколение, которое так подковано. Да, оно учится, да, оно что-то пишет, и, может быть, пишет и много работает, но той-то базы нету, которая была у тех людей, у тех выдающихся личностей, потому что это были там фронтовики. То есть из чего вот создавалась наша культура? Даже вот взять Казанскую консерваторию, да, ведь Назип Гаевич Жиганов, он же привлек лучшие кадры со всей России, да, он же уговаривал этих профессоров. Почему в Казань попал то же самое Казачков, да, почему в Казань попал Рахлин, который руководил, Атан Григорьевич, нашим симфоническим оркестром, да, потом попал сюда Мансуров, да, Фуад Шакишев, Рахлин и Мансуров, это были выдающиеся дирижеры, которые могли показать любому оркестранту на любом инструменте, как нужно сыграть, вы понимаете? Есть ли такие дирижеры сейчас? Вопрос. Конечно, нет. Да. Понимаете? Сейчас другие дирижеры. Я опять-таки не говорю, что это плохо или хорошо. Эти личности были другие. То есть их воспитало в другое время, у них были другие ценности, базовые ценности, да, и они жили по-другому, с другими приоритетами. Ну, как еще должно быть увековечено имя вашего отца? Ведь ваш отец был и не только гениальным музыкантом и композитором, он ведь был еще и педагогом, и даже есть школа, где он работал. Да. Ну, да, школы есть, причем это единственная школа. Вы представляете, что композитор, который работал в школе, наверняка эта школа должна носить имя этого композитора? Да, разумеется, так считал и я, и также до сих пор, как бы сказать, считаю, но несколько лет назад та самая школа, в которой был у нас такой, значит, эпизод общения с руководством школы, и были письма уже подписаны и Конгрессом татар, и Министерством культуры, то есть это были письма поддержки, письма одобрения, потому что там речь шла о том, что надо присвоить этой школе имя. Да, ну как-то очень своеобразно отреагировал и директор школы и на этот момент, потому что был педсовет, куда была приглашена я, где 53 человека единогласно проголосовали. Они вскакивали с места и говорили, что для нас это честь, мы знаем эту музыку, мы гордимся творчеством Шарифуллина. Но что мы даже не будем обсуждать. Один только человек воздержался, вот тогда. Я при этом присутствовал, все 53 человека присутствовали, и после этого
руководство школы застопорило этот момент. Очень жаль, по непонятным конечно. совершенно причинам, потому что это единственная школа, где реально работал композитор. То есть мы знаем школу там Ключерева, там вот все наши другие, Яхинскую школу, да. Это там выдающаяся школа. Да. Выдающиеся вот мастера искусства это были, но они никогда не работали в тех школах, вот имена которых школа носит их. То есть они не имеют непосредственного отношения к этим школам, просто кроме того, что они, да, они были выдающиеся личности. Много сделали. Гузель, а вот почему все-таки он этим занимался? Что он считал, что у татарской музыки должно быть будущее? Он это делал ради народа, он был таким вот искренним патриотом, и вот каждый день там, вставал в 4 утра, полчетвертого утра, у него была привычка со студенческих времен, когда он в Казань приехал в 17 лет, вставать в такое время, во сколько бы он ни лег, он всегда вставал, и он всегда работал. Да, вот, пожалуй, главным лейтмотивом его творчества это было то, что он оставлял все то, что он делал, для своего народа, потому что он очень любил наш народ. Он считал, что наш народ достоин совершенно другого отношения, другого там это уровня не какие-то высокопарные культуры. слова, это действительно... Нет, конечно, безусловно. Иначе бы вот свои там 2 последних цикла, которые он создавал, это первый цикл, это балет «Деревенская балет-симфония», «Татарские буколики», сценки из деревенской жизни, написано в 2006 году. И в 2005 году, годом ранее, он закончил другой цикл, тоже балет, «Деревенская балет-симфония», это «Татарские танцы». Вот. Да. Гузель, да. Дело в том, что действительно имя такого человека, оно должно быть увековечено. Гузель, спасибо вам большое. Спасибо Я вам. надеюсь, что мы с вами встретимся еще раз. Да. Спасибо большое. Благодарю. До свидания.